Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов объявил международный конкурс в честь праздника туркменского Алабая. Волейбольная сборная Туркменистана примет участие в чемпионате КАВА в Ташкенте и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о проведении 27 октября в Ашхабаде международного конкурса в честь праздника туркменского Алабая. В рамках празднования также пройдут конкурсы среди ковровщиц, художников, скульпторов, фотографов, работников издательства и телеоператоров. Оценивать работы будет специальная комиссия, состав которой также утвержден президентским постановлением. Во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Российской Федерации в Туркменистане. Мастера культуры и искусства из России представили яркое шоу, в котором центральное место занял Государственный академический ансамбль народного танца «Адыгеи» «Нальмас». В фойе дворца Мукамов была организована выставка работ фотохудожников и произведений прикладного искусства под названием «Лоскутная мозаика России». 17 октября цикл мероприятий продолжит концерт известного пианиста, лауреата международных музыкальных конкурсов Дмитрия Маслеева. В Ашхабаде состоялось 13-е заседание совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания было отмечено, что отношения между Туркменистаном и Таджикистаном в последние годы обрели качественно новую динамику. Регулярные визиты и встречи на высшем уровне способствуют развитию плодотворного сотрудничества. На повестке дня заседания были приоритетные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере. Обсуждались возможности диверсификации взаимовыгодных связей, увеличения объемов товарооборота, активизации инвестиционной деятельности и реализации новых совместных проектов. Особое внимание уделялось энергетическому сектору, транспорту и логистике, сельскому хозяйству и промышленному комплексу. В Туркменском сельскохозяйственном институте, расположенном в административном центре Дашогузского вилаята, начал свою работу международный конкурс научно-проектных работ «Агроинновации. Светлый путь к устойчивому развитию». В конкурсе принимают участие студенты высших учебных заведений Туркменистана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе судейская коллегия анализировала все поступившие работы. На втором этапе 150 лучших проектов были представлены компетентному жюри. Работы распределены по трем направлениям – сельскохозяйственные проекты, IT-проекты и бизнес-проекты. Среди участников студенты из 26 вузов 9 стран мира. Туркменскую студенческую молодежь представляют 100 работ из 16 вузов страны. В Национальном музее Ак-Бугдай в Анау состоялась международная научная встреча «Туркменистан. Очаг древних цивилизаций», приуроченная к 95-летию со дня рождения выдающихся ученых, археологов, лауреатах международной премии имени Махтумкули Вадима Массона и Виктора Сарианиди. Академики Вадим Массон и Виктор Сарианиди посвятили свою деятельность изучению памятников древности Туркменистана. В разные годы они были удостоены международной премии имени Махтумкули и других государственных наград. В одном из уголков африканской саванны в заповеднике Намибии судьба свела двух необычных друзей – бородавочницу Бетси и суриката Джерри. Их крепкая дружба, напоминающая отношения Тимона и Пумбы из знаменитого мультфильма, покорила сердца людей по всему миру. Джерри и Бетси проводят много времени вместе, играют и развлекаются. Особенно сурикату нравится забираться на спину своего массивного друга. Несмотря на разницу в размерах, они прекрасно ладят между собой и с другими обитателями заповедника. В Китае набирает популярность необычная тенденция. Владельцы домашних животных отправляют своих питомцев на работу в специализированные кафе. Эта практика позволяет собакам и кошкам проводить время в интересной обстановке, пока их хозяева заняты. В Китае индустрия кафе с домашними животными хорошо развита. Посетители платят около $8,5 за вход. Питомцы могут работать полный или неполный день, подобно настоящим сотрудникам. Интересно, что перед трудоустройством владельцы должны разместить в социальных сетях резюме своего животного. Национальная сборная Туркменистана по волейболу готовится к участию в чемпионате Центральноазиатской волейбольной ассоциации КАВА-2024, которая пройдет с 18 по 24 октября в Ташкенте. В турнире примут участие команды из Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, Туркменистана, Афганистана и Мальдивских островов. Аркадак, досрочно оформивший чемпионство Туркменистана в прошлом туре, встретится на выезде с Ахалом в рамках перенесенного матча 29-го тура высшей лиги. Игра состоится 17 октября на стадионе Ниса в Ашхабаде. Английская футбольная ассоциация объявила о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера национальной сборной.
51-летний немецкий специалист приступит к своим обязанностям в январе следующего года. Последним местом работы Тухеля была мюнхенская Бавария. До этого он успешно тренировал такие известные клубы, как Челси, ПСЖ и Дортмундскую Боруссию. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.